Здравствуйте, дорогие подписчики и гости моего канала. Продолжаем наш урок. Уже мы с вами знаем, когда употреблять вспомогательный глагол «тор» и вспомогательный глагол «джир». А сегодня мы будем рассматривать самый распространенный глагол «жатр», который показывает загруженность или занятость одним делом. Для составления предложений давайте расширим свой словарный запас. Новые слова «ыдыс» – посуда, «един» – пол, «кір» – грязь, «бас» – голова, «бет» – лицо, «қол» – рука, «аяқ» – нога. Со всеми этими словами можно употреблять глагол «жуу», который в переводе означает «мыть». «Ыдыс жуу» – мыть посуду, «един жуу» – мыть пол, «кір жуу» дословно переводится «мыть грязь», а значит стираться. «Бас жуу» – мыть голову, «бет жуу» – мыть лицо, «қол жуу» – мыть руки, «аяқ жуу» – мыть ноги. В казахском языке окончание множественного числа к нашим частям тела не добавляется. Поэтому «қол» может переводиться и как рука, и как руки, «аяқ» – нога или же ноги. Давайте посмотрим примеры. Как нам сказать «я мою посуду»? «Ыдыс жуып жатырмын». Вы, наверное, заметили, когда мы произносим слово «жатырмын», окончание последнее не произносится, как будто мы их проглатываем. Поэтому она звучит не «жатырмын», а «жатырым». «Кір жуып жатсың ба?» Пишется «жатырсың ба», но произносится «жатсың ба». Здесь мы посередине две буквы «ы» и «р» как будто проглатываем и произносим «жатсың ба». «Бас жуып жатсыз ба?» То же самое в уважительной форме. Пишется «жатырсыз ба», но произносится «жатсыз ба». «Гүлнар қол жуып жатыр». Здесь третье лицо, поэтому окончание нулевое, здесь проглатывать нечего. «Балалар аяқ жуып жатыр». Дети моют ноги. На этом мы сегодняшний урок завершаем. А в следующий раз у нас будут вопросительные предложения и отрицательная форма настоящего времени. Поэтому подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии и до следующей встречи.